Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается сложной. Наблюдается всплеск заболеваемости. Самые большие очаги распространения вируса наблюдаются в Сухумском, Гудаутском и Гагарском районах. Как сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба, с 22 по 28 января выявлено 2681 случай заболевания. При этом значительного роста госпитализированных и тяжелых больных нет. Наши все медицинские лечебные учреждения переведены на усиленный режим работы. Также введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение. Временно будут отменены плановые операции. Лечебные учреждения укомплектованы полностью средствами индивидуальной защиты, необходимыми средствами. Хотелось бы отметить, что также болеют наши коллеги, врачи, средний медперсонал. Даны поручения усилить амбулаторное звено для консультации и помощи гражданам. Работает единый номер телефона горячей линии по COVID-19 0303. Уже сформированы дополнительные бригады, которые будут при необходимости направлены в Гудаутский ковидный госпиталь. Там же будут открыты при необходимости дополнительные отделения. Все медучреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходным материалом. На 28 января в ковидных лечебных учреждениях находится 168 пациентов. Министерство здравоохранения ежедневно мониторит ситуацию о состоянии пациентов. Говоря о резерве по кислороду, Эдуард Будба сообщил, что 28 января из России прибыла машина с 8 тоннами кислорода. Перебоев с поставками нет, и в настоящее время все хранилища заполнены. Кроме того, увеличено время работы пунктов забора биоматериалов. Теперь они будут работать с 8 утра до 16 часов дня. В сутки теперь могут быть исследованы до 1500 биоматериалов. Эдуард Будба доложил и о ходе вакцинации. Вакцинировано спутником ВИ с 18 января 2021 года по 26 января 2022 года 3193 человека. Новая партия спутника Light израсходована в дозе 1500 полностью. Сейчас мы занимаемся проработкой логистических моментов по доставке новой партии спутника Light в Республику Абхазия. Также во всех пунктах вакцинации мы договорились, что будут проводиться экспресс-тесты на COVID-19, учитывая высокую контагиозность нового штамма коронавируса. Все пациенты, которые придут на вакцинацию или на ревакцинацию, будут проходить экспресс-тестирование в наших пунктах вакцинации. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что новый омикрон-штамм переносится легко, в особенности у тех, кто вакцинировался. Однако людям из группы риска стоит быть бдительными. В данной ситуации необходима особая роль группам риска. Это людям за 65+, точно так же в группе риска, там беременные и так далее, за ними должен быть особый контроль. Вот их нужно тестировать каждые 7 дней. Почему? Потому что вирус Дельта в республике никто не отменял. Всем остальным молодым, здоровым тестироваться в том объеме, как у нас происходит сейчас тестирование в республике, считаю, нет необходимости. Премьер-министр Александр Анкваб особо подчеркнул, что единственный эффективный способ в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцина. Александр Анкваб остался недоволен темпами вакцинации. Спутник ВИ, новая партия, период с 18.11 по 27.01, да, вакцинировалось сколько? 3381 человек. Город Сухум, самые большие показатели, да, по этой таблице, 1080 человек. В процентном отношении город Сухум минус Сухумский район, он в таблице у Минздрава вместе, без Сухумского района, это примерно 39% всех заболевших на город Сухум приходится. Даже 1080 человек – это крайне низкая цифра. Гагарский район, 13,2 заболевших на вчерашнее утро. А вот по новой партии вакцинации в Гагарском районе сколько? 517 человек отвакцинировалось. Как эта цифра? Гудаутский район, 14,3% заболевших на вчерашнее утро. Отвакцинировалось этой партии, ну, из новой партии, 386 человек. Вот где тревога. Вот где тревога. Ряд смертей в Тхварчальском районе, в городе Тхварчал. Тхварчал занимает какое место? 3,7% заболевших на вчерашнее утро. В
Вакцинация в Арчальском районе. 82 человека из этой партии. Вот где заложена проблема. Вот на что мы должны, значит, обращать внимание громко, постоянно, жестко. На заседании было отмечено, что все ковидные медучреждения обеспечены лекарствами и расходными материалами. Школы Гудаутского, Гулрыбского, Ачумчирского районов и города Сухум закрыты на карантин. Будут отправлены на карантин до 7 февраля и остальные школы. Среди учителей 104 человека болеют ковидом, а среди учеников 144. Как сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, антиковидные расходы, как и в предыдущие годы, в приоритете. Буквально за все те рабочие дни, которые являлись в январе, нам удалось за счет средств государства 28 миллионов рублей направить на антиковидные расходы. У нас была поставка в начале, расходы на лекарственные препараты, реактивы, все необходимые меры обеспечиваются, как и прежде, в полном объеме. Доплаты были обеспечены январскими платежами за декабрь. Как поступит обращение за январь, соответственно, тоже будет финансирование. Есть задолженность, мы вчера об этом тоже говорили, когда рассматривали медицинские программы на текущий год. Есть определенная задолженность, текущая, как говорил руководитель РУП, по поставкам за медикаменты. Но мы к этому готовы. Акты сверок завершаются, поступят, ресурсы на это тоже есть. Еще раз подтверждаю. В ходе заседания премьер-министр Александр Анкваб сообщил членам Координационного штаба, что на его имя пришло письмо председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджоли. В письме из-за сложной эпидситуации и распространения штамма омикрон депутаты предлагают перенести выборы в Народное собрание на 6 месяцев. Александр Анкваб призвал не смешивать вопросы политического характера и здравоохранения. Мы обязательно минимизируем угрозы и последствия совместными усилиями, непременно, но смешивать вопросы политического характера и вопросы здравоохранения мы не будем. И в данном случае я не вижу никаких оснований для переноса выборов. Если сравнивать с тем, что было, с теми же свадьбами, да, с теми же поминальными и другими делами, разница большая. Намного сократилось число людей, которые участвуют в тех или иных мероприятиях. Мы, конечно, хотим, чтобы до минимума свести все это. Но реальность другая. Реальность другая. Я слышу и другие голоса. Давайте закройте все. Закройте границу, закройте объекты питания, закройте кафе и рестораны. Закройте школы, вообще остановите все. И такое есть. Вы же говорите демократия. Никто не лишен права голоса, права писать. Всякое есть, всякое слышим, всякое читаем. Но мы исходим из реального положения дел и из сегодняшних наших возможностей. И я уверен, что мы обязательно выберемся из этой ситуации с помощью наших врачей, при поддержке наших граждан, ну и многого другого. Поэтому предлагаю на пессимистической ноте не завершать наше заседание, а наоборот мобилизоваться, еще раз поблагодарить медиков за работу, пытаться каким-то образом улучшать их деятельность, вовремя финансировать, будем изыскивать дополнительные средства, но другого пути у нас нет. Это наша общая задача, это наша общая проблема. В завершении заседания члены Координационного штаба еще раз призвали граждан соблюдать ограничительные меры и предписанные санитарные нормы. Аля Катрапшраму Камки, Абхазское телевидение.